Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Давайте сегодня сделаем гадание на вашего мужчину и посмотрим, что же он на самом деле от вас хочет, его истинные цели и его намерения. Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Подумайте о своем мужчине, назовите его по имени и задайте ему свои вопросы. Какие твои истинные цели? Чего же ты на самом деле от меня хочешь? И каковы твои намерения? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы его уводят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, и то, о чем мы желаем узнать. Так. Знаете, у этого мужчины очень высокое самомнение. Вот смотрите, здесь мужчина, вот он стоит, такой еще руку вверх поднял, типа смотри, я герой, я классный, я ресурсный, да я просто завидный жених. А вы, вот тут у меня такая сидите, немножечко как опечаленная, что ли, грустная. Он почему-то считает себя просто каким-то супер-бупер, не знаю, альфа-самцом, да? Что он не мужчина, а просто подарок, подарок судьбы. Считает, что вы немножечко себя, может быть, обесцениваете, либо к себе слишком как-то критично, скептично относитесь. Считает себя, ну, вы простите, но да, умнее, чем вы. Считает, что он, ну, как бы вас одарил своим вниманием. И он вам, ну, помогает, да, помогает, либо решает какие-то ваши вопросы, дельные вам там советы дает. Здесь, конечно, эго раздутое до невероятных размеров. Мужчина, ну, такой, знаете, не хочу, конечно, никого обижать, но немножко нужно быть попроще. Вот это мое личное мнение. Вот как я вижу, да, даже исходя из этого первого рисунка. Да, возможно, мужчина вам помогает, да, возможно, он в вас вкладывается, да, возможно, действительно он что-то там, какие-то обязанности на себя там берет и что-то делает. Но вот так вот это все преподносить, ну, извините, это зашквар. Все-таки мужчина должен оставаться мужчиной, какая бы там ситуация ни была. Я вижу, что вы девушка спокойная, что вы девушка очень такая женственная, у вас очень сильно женское начало. То есть вы замечательная мать, вы замечательная подруга, жена, любовница, дочь. Но вам немножечко не хватает искры. Понимаете? То есть себя показать, о себе заявить. И этот мужчина, он охотник. Причем такой, знаете, яростный охотник. Он любит охотиться. Ему нравится ставить какие-то цели, их добиваться. Он как-то, знаете, когда есть цель, он прям горит этой целью. Вот. А с вами как-то вот все понятно. Вы его любите, да, вы там к нему расположены. И он немножечко так потух чуть-чуть. Значит, девочки, если вы хотите этого мужчину держать всегда подогретым, то, конечно, с вашей стороны нужны действия. То, как вы сейчас с ним по-доброму, там, да, по-ласковому всегда готовы к его услугам, это никуда не годится. И этого мужчину нужно держать на сухом пайке. И этого охотника нужно всегда будоражить его фантазию. Понимаете? Вы должны быть для него загадкой, недоступной, такой, знаете, вершиной просто, вершиной, которую ему, ну, не по силам преодолеть, да, взобраться на нее. Девчонки, он, конечно, вами покорен, это я вижу, но у него вот сейчас как бы интерес немножечко потухает к вам. Потухает, потому что вы стали для него своя, родная, понятная. Ну, в принципе, как бы, да, добился девушку. А дальше что? А что мне дальше делать с этой девушкой? Целей у него особых сейчас нет, потому что он уже получил, что хотел. Вот у него была цель вас добиться, он это сделал. А дальше он не понимает,
Как-то его, знаете, даже отыграться, что немножечко скучно стало. Вот хочется приключений, хочется какого-то драйва. Плюс еще может отыграться, что у него есть, ну как, какие-то верные друзья, которые любят там погулять, покутить, какие-то развлечения любят. И ему в данный период времени интереснее с ними, чем с вами. Это плохо, так не должно быть. Мои хорошие, здесь вам нужно очень крепко поработать. Прям очень крепко поработать. Я бы рекомендовала вам, возможно, каких-то психологов посмотреть, послушать, почитать. Да, вот именно отношения между полами. Либо как заинтересовать этого мужчину, как его там взгреть, да, правильно. Вот это должно быть в ваших отношениях. Если вы хотите, чтобы у вас все было серьезно. Потому что это мужчина страстный, страстный. Когда он начинает скучать, он теряет интерес и теряет вкус к жизни. Ну, вообще такой чахнет, понимаете? Он начинает чахнуть. Поэтому, девчоночки, тут нужно озадачиться и немножечко поработать над этими отношениями. Смотрите. В принципе, этот мужчина, конечно, он в вас влюблен, вы ему очень нравитесь. И даже между вами, возможно, семья и действительно какие-то серьезные перспективы. Но вам нужно будет поменять себя, свое отношение. Не только к этому человеку, но и к себе, к своей личности. Девчонки, вам нужно развиваться, вам нужно расти. Не полагайтесь во всем на этого человека. Не полагайтесь. Ну, вообще на мужчин не полагайтесь. Вы должны быть индивидуальностью, личностью и независимой единицей. Только в таком порядке вы сможете не только этого мужчину сделать своим, но и добиться всего того, что вам тут судьба приготовила. А у вас, кстати, очень прекрасные перспективы идут. Очень прекрасные. Серьезно вам говорю. Вот кто зашел на эту отсыпочку, тут даже судьба за вас рассказала. Попробуйте с малого. Попробуйте немножечко поменяться в себе. Поменять, например, свое отношение. Вот не быть такой прям готовой и услужливой, а стать немножечко эгоистичной, может быть. Да? Позволить себе побыть таким балованным ребенком. Да? Пусть мужчина вас побалует, пусть он вас удивит. Ставьте перед ним какие-то цели, сложно достигаемые. Бросайте ему вызов. Вот поменяйте то, что происходит между вами. Сейчас у него просто нет цели. Вот тема про цели, ее нет. Он уже получил, что хотел. Он вас добился, он вас покорил. Какие цели у него еще могут быть? Если вы думаете, что он желает там быть в семье, отцом семейства, да, и верным мужем, но он об этом вообще не думает. Нет, он как обычный человек думает, конечно, но он так думает, мне еще рано, да, еще успею. Вот так. А вам-то нужно другое, правильно? Поэтому здесь нужно начать с себя. Он там сам по себе, а вы должны начинать с себя, работать над собой, расти, улучшаться, прокачиваться. И это не про внешний вид, я говорю про внутреннюю составляющую. Вы должны быть в первую очередь интересны сами себе. Да, вот я интересная женщина, я многогранная женщина, у меня много разных всяких там своих штучек, да, изюминок своих. Поэтому, девочки, работайте над собой. Я вам больше скажу. Вот если вы начнете... Вот я просто не хочу никого обидеть. Сейчас я вижу перед собой такую, знаете, ну, девочку-уточку, да, уточку такую всю домашняя, теплая, такая прям вся такая ласковая. Вот. А вам нужно быть принцессой-лебедь. Понимаете, не уточкой домашней, а лебедем. Красивой, независимой, гордой птицей. В этом залог вашего женского счастья. Смотрите, когда интересно, мы смотрим на мужчину, а нам про вас говорят. Значит, вам нужно эту информацию получить. Значит, вам нужно, действительно пришло ваше время, время серьезных перемен. Именно для вас, моя дорогая. Поработайте над собой, поменяйте себя, свой подход к жизни, свое отношение. Поменяйте. И вот этот мужчина в какой-то момент, он просто от вас обалдеет. Обалдеет.
Вот ему кажется, что он все про вас знает. Какая вы, чем живете, чем интересуетесь. Ну вот как приелся, да, немножко пресно ему стало. А вы его возьмите и удивите. Покажите ему северное сияние. Покажите ему, что такое настоящая звезда. Взорвите ему мозг. И тогда у него и цели появятся, и желание появится, и будет очень активно действовать в вашу сторону. Девчонки, ключ в ваших руках. Ключ от вашего личного женского счастья. Пожалуйста, не упустите возможность, поработайте над собой, прокачайтесь. Вреда от этого не будет, а польза огромная от этого идет. Мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.